На площади перед Дворцом культуры разместилась продовольственная ярмарка. Палатки сельхозпроизводителей республики, а это крестьянско-фермерские хозяйства и унитарные предприятия видны отовсюду. Чуть выше можно рассмотреть сельхозтехнику. Также развернуты точки общепита, где собравшиеся могут продегустировать горячую выпечку. Но самое главное – это приемлемые цены на мясомолочные продукты, овощи, фрукты, колбасные изделия и многое другое. Каждый прилавок сельхозпродукции проверяет лично глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Сейчас рыночная цена 530, по-моему, 450, наверное, снизили. Это нелегко, это содержать скотину, потом ее кормить, потом ее рубить, потом ее привезти. А вообще доставка как у вас? Сами привозите? Сами выращиваем. Нет, доставляете. Привозим. Нанимаете машину, да? Да, у нас есть машина. Или своя машина, да? Крестьянско-фермерские хозяйства, производители сельхозпродукции почти со всех населенных пунктов республики показывают и рассказывают о преимуществах, вкусовых качествах и абсолютной натуральности своей продукции. Мы еще снизили, конечно, на охлажденку мы тоже снизили. У нас есть и охлажденка, есть замороженная. Есть полуфабрикаты, есть копчености. Что интересует людям, мы стараемся все быть, чтобы у них было. 13, 15, 18. Сага, и чан был заход уже. Я понял. Цена 600 рублей. 600 рублей. Я потому что молодой. А это мед, признанный докторами всего мира как один из полезнейших продуктов для человека. Пчеловодство издревле считалось в Ингушетии благородным занятием. Так ведется и по сей день. Не секрет, что организация продовольственных ярмарок несет в себе такие задачи, как популяризация сельского образа жизни, повышение престижности профессии хлебороба, животновода, создание привлекательности крестьянского труда, формирование в глазах молодежи образа сельского труженика как счастливого и успешного человека, занятого любимым делом. Сделали на ярмарке цены ниже рыночных от 10 до 30%. Чтобы не убыток было и сельхозтоваропроизводителям, и чтобы было доступно нашим жителям. Продовольственная ярмарка сельхозпроизводителей приурочена к традиционному празднику урожая Дашо-Гуйре. Жители региона, конечно, момент не упускают. Закупаются и мясом, и пшеницей, и овощами. Разница большая. Выбор Дарья. Наха пейд болуш хамды перкат халдашлирды чагызындел. Уже во Дворце культуры глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов знакомится с выставкой мастеров народных промыслов. Лидия Хамхоева, она делает национальные костюмы, макеты разных видов. А закупаете вы само основание, Да, в Питере, да? Нет, в Пятигорске. Пятигорске? Мама все это делает, а я представляю ее проект. Мы в ассоциации ремесленников состоим. Также это мой проект, я его представляла на форуме Торгим 2024, где выиграла грант. Концепцию проекта моего, в общем говоря, это сохранение культурного наследия, поддержание духовной связи между поколениями, потому что и маме это досталось от своей мамы, и, соответственно, сейчас я пытаюсь сохранить это, все, что мне достается от моей матери, сохранить это для того, чтобы передать в следующее поколение, и поэтому мы назвали проект «Прошлое и настоящее». Мероприятие, которое по доброй традиции проходит в осеннюю пору. Дашо-Гуйре продолжается в актовом зале. Собравшихся сегодня поздравляют с днем работников сельского хозяйства, которые отметили совсем недавно. Организована концертная программа с участием ингушских артистов. Сельское хозяйство остается приоритетным направлением экономики Ингушетии, о чем говорят объемы производственной продукции во всех категориях хозяйств. На сегодняшний день структура агропромышленного комплекса региона насчитывает 27 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также более 2000 КФХ, что подчеркнул и глава субъекта. Дашо-Гуйре всегда вызывает радость и гордость. Сегодня она приурочена к празднованию Дня работников сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности под эгидой столетия. Но я бы еще добавил и году семьи, который 24 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что каждый регион, как и мы, заботится о
о достатке, стабильности сельхозпродукции в своем регионе. Наш президент Владимир Владимирович Путин с этим указал, что мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным необходимым для людей видам продукции. Успешно решаем вопросы продовольственной безопасности, наращиваем экспортные возможности. Современная сельхозпродукция и техника, в которой применяются передовые самые отечественные технологии. То есть мы научились уже и сами производить ту технику, которая нам необходима. Наши специалисты с успехом применяют новаторские решения, технологии для выпуска востребованной на рынке сельхозпродукции. Труд земледельца и животновода никогда не потеряет великую значимость для жизни всего общества. Именно благодаря вашей любви к родной земле, используя эффективный метод, опыту и знания в сельском хозяйстве, стабильно развивает свой потенциал республика. Растет урожайность, культура и культура самой продукции, объемы. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, участвуя в решении важнейших социальных программ, важно и нужно вкладывать силы в формирование позитивного общественного мнения в отношении сельского образа жизни и крестьянского труда, показывать его социальную значимость. Ответственность в этом плане руководитель региона возложил и на муниципальные власти. У нас вот едут вдоль дорог, они говорят, какие у вас ухоженные поля, какие у вас растут там пшеница, здесь ячмень, там сады. Там, понимаете, у нас все-таки развивается республика, мы делаем это. У нас красивые, добрые, прям душевные люди. С ними только надо говорить. Торжественное мероприятие Дашо Гуйре продолжается с чествованием отличившихся работников сельского хозяйства. Награждаются агрономы, фермеры, инженеры, механизаторы и многие другие, кто спахивал, сеял и собирал урожай. Вручают сегодня и денежные сертификаты победителям и призерам конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство». Первое место и денежный приз в размере 500 тысяч рублей получает Харсиева Раминкан Ахметовна. Около 20 лет ведет свое личное подсобное хозяйство и Махди Яндиев. 2007 года تبيش سيخيش تنحتر السوال سقوسوا تهارب حق سيديزر استعدق إتادات تنسي سواها سقوسوا إيمني تحتقى إتشو دو آذن زحت سوابو سيكو ديكو وهذا زحت ديدات مغنزاتر خنوش وضق حتى أدنى واحد تلحت أصحيه دقية كيكو ودنيت منو حمد عواز عش كمت قدر غير دقة ما وقت الدعوي سيتر حتى السواق يرتج واقصة دالشي دق دوار الله هو وصفها شاكتر ديال دخلت а также победителю и призерам конкурса «Фестиваль цветов». Сертификаты на 300, 200 и 150 тысяч рублей вручили победителю и призерам конкурса «Фестиваль цветов». 7 участникам, занявшие призовые места, по 50 тысяч рублей. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.